Пока внимание всего мира сосредоточено на Ближнем Востоке, довольно интересные события разворачиваются на Дальнем. Пекин готовится к масштабным военным учениям в Южно-Китайском море. Причем прямо у берегов Тайваня. Зачем это китайцам и почему именно сейчас, разбирался Артем Кол. Сохранить бдительность на своих границах решил Китай в ответ на агрессию США против Сирии. Почти полсотни кораблей и подлодок, более 70 истребителей и 10 тысяч моряков были подняты по тревоге главой КНР в Южно-Китайском море. Мы должны полностью реализовать мысль коммунистической партии о строительстве сильных и верных вооруженных сил, укреплять их посредством реформы технологий, управлять ими в соответствии с законом. Мы должны неуклонно придерживаться процесса модернизации ВМФ Китая. Мы должны вводить инновации, стремиться к прогрессу в превращении нашего флота во всех отношениях в силу мирового уровня. Эту вдохновенную речь глава Компартии Китая Си Цзиньпин произнес перед моряками на палубе новейшего авианосца Ляонинь. Главнокомандующий попросил военных быть лояльными к партии и правительству страны и стоять на страже безопасности Родины. Учения ВМФ Китайской народно-освободительной армии начались на фоне обострения отношений с США. Ситуацию вокруг Тайваня американцы начали так сильно разогревать последние несколько лет. Тайвань был довольно горячей точкой в Азиатско-Тихоокеанском регионе в конце 90-х, начале 2000-х. Потом, после прихода к власти Гоминьданов в 2006 году, это несколько забылось. Но в последние месяцы власти США нагнетают обстановку вокруг Тайваня. Согласовывается контракт почти на $1,5 миллиарда на поставку Вашингтоном современного вооружения Тайбэю, что вновь разогревает давние конфликты. 18 апреля китайский флот подойдет к Тайваньскому проливу, где будет проходить основная фаза учений. Одной из причин таких маневров послужили действия США в Сирии. По мнению иностранных политологов, Поднебесная, как стратегический партнер России, таким образом поддерживает Москву в методах решения мировых конфликтов. Китай в этом плане, Китай солидарен с Россией, что такими методами международная политика не делается. И в этом плане каждая страна выбирает свои формы ответа. Вот Китай выбрал такие вот крупные учения. Конечно, косвенно это, конечно, поддержка той позиции, которую разделяют и Китай, и Россия относительно методов решения конфликтов. По мнению военных экспертов, Китай масштабными учениями хочет также показать мощь своего флота, который в последние годы сильно реформируется. Туда в первую очередь идут поставки самого современного вооружения. Также КНР проводит красную черту, за которую никому не даст зайти, играя мускулами у границ стратегических партнеров Вашингтона. Артем Кол, Анна Погонина, Вести.